Начался старт съемок первой спортивной драмы под названием «Асау». Сегодня съемочная команда и актеры традиционно будут бить тарелку. Ну а мы, команда Салем, покажем вам все закулисье. Ну а рядом со мной рэп-исполнитель, актер, каскадер, звукорежиссер, спортсмен, монтажер, ну а теперь уже режиссер Назар Шархан. Расскажите, с чего начался ваш путь, учитывая, что там очень много было регалий, которые я только что перечислила? Ну, все началось с рэпа, наверное, со школы. Вот, брейк-данс, рэп, хип-хоп. Ну, как началось? Я вначале писал альбом, думал о работе, закончил экономический факультет, работал в банке. Через 1,5 года все надоело и ушел просто. Потом так получилось, я с Асаном, Асан Мажид, это мой одноклассник, актер театра кино. Он посоветовал меня в театр мюзикл «Ахсарай» под руководством Аббола Татабаева. Я такой загорелся желанием, прям сильно захотел в театр. И говорю, попроси, если Булат меня примет как актера. И я с радостью хочу прям быть актером. Ну, это мечта была, работать в театре, вокал, танцы каждый день. И через полгода меня утвердили на роль Тимирлана в фильме «Путь боксера» Жол. И пошла карьера. Вот почти год тому назад я начал изучать сценарное мастерство. У Адильхана Ержанова курс проходил. Решил писать сценарий. Ну, пока планировал, что буду режиссером, но как бы на тест я попал случайно. Вот ребята посоветовали, давайте набирают ребят, режиссеров молодых. Может, ты попробуешь. Может, это судьба. Всевышний дал мне возможность высказаться через визуализацию. Да? С Аяном я знаком очень давно. Аян ученик Булата Татабаева, во-первых. Во-вторых, он, помните, если не помните, вот Тамирис, да? Самый зрелищный бой у Аяна был, у Тибергена. И самый главный посыл в фильме мы хотим показать, что самая главная борьба — это борьба с самим собой. Был ли до этого опыт каскадерский в проектах? Я бүкіл исторический тарихи кинолардың барында бүкіл батальный сценаларды өзім орындауға тырысып шықтым. И Намат, Казах Юнион, мен Казах Юнион командасында мүшесімін, бірақ енді каскадер ретінде емес, жай актер ретінде өзім үшін дайындалып жүремін. Сондықтан бар. Әлі 100% деп айтпаймын, себебі әлі ізденіс үстіндеміз, ізденіп жатырмыз. Енді жігіттер қойып қойды бойды. Соны қазір дұрыстап сіңіріп алу керек, содан кейін қалай айтсам болады, өзіңнен шыққан сияқты болу керек қой. И моменттері, детальдары деген сияқты моменттер жасап жатырмыз. Өзім үшін, боксты жақсы көремін, күреске қатысқам, барлығы өзім үшін. Бірақ андай керемет бір деңгейді деп айтпай қояйын, өзім үшін дайындықтамын. Формамнан көрініп тұрған жоқ па? Какой-то, может быть, режим, что-то есть вот перед началом съемок? Придерживаешься? Теперь буду придерживаться. Потому что, во-первых, у меня сейчас набор мышц идет. Назар айтты, мен 5 килограмм қосып алдым қазір. Енді соны ұстау керек. Без режима это никак. Тамақ, не деген сияқты. Енді жайлап съемкаға жақындаған кезде кішкене питание деген сияқты нәрселердің барлығын қалыпқа ұстап, барлығын не істеу керек, ұстау керек. Күнге кию керек деген сияқты. Көп моменттер бар. А что самое сложное вот в работе именно с каскадерами, вот в постановке боев? Сложно деген кезде сложный момент жоқ ол жерде. Мен наоборот кайфовать етем, когда все идет, когда ты выучил все, когда твой партнер профессиональный каскадер, он правильно реагирует на удары, знаешь, вот оттяжка деген сияқты моменттердің барлығын дұрыс жасаған кезде, это все в кайф. Но единственный момент, когда ты снимаешь эти все сцены в одну смену, ты просто, это как сборы у боксера, у профессионального спортсмена. Сондай сияқты болып кетеді, да, потому что там, дубль, ты же не входишь, там, төгіліп все, там, дубль кеткен кезде, сол жағынан кішкене енді адам болғаннан кейін физически шаршайсың, а так в целом никакой сложности. Со мной рядом находится Жандарбек. Это его первый актерский опыт. Ну что,
Поздравляю в первую очередь. И расскажите о себе и в целом, как вас нашли на роль кулака. Меня зовут Жандарбек Кисимов, мне 23 года, занимался более 10 лет ММА и разными видами спорта, очень много опыта в этом. Мой персонаж молодой, 25 лет, можно сказать, в студенческие годы, да, залез в большие долги, ему приходится подраться в кулачных боях, можно сказать, подпольных боях для того, чтобы заработать деньги и раскидать свои долги. Такая тема, да, боец у нас прикольный такой, очень любит понты, высокомерность, еще что можно сказать, вот все эти роскоши жизни. А так боец сам неплохой, и сказали то, что он внутри сердца, пойди, хороший пацан. Вы играете главную героиню Айкумыс. Расскажите о своем персонаже, какая она. Это Айкумыс, ей 21, и она недавно только окончила университет, но выходит так, что она обратно приезжает в аул, чтобы помочь родителям с магазина. Она очень добрая, воспитанная. С Азатом она знакома с малых лет, с детства, можно сказать. Вот. И она младше его на 2 года. Знаете, вот как сказал режиссер, Айкумыс вообще как лучик света в этом сериале. Она добрая, у нее нет вообще никаких задних мыслей, да. Вот она как бы лучик сериала, можно сказать. И, конечно, она моя героиня, мой персонаж будет влиять на Азата, не только на Азата, я думаю, на дедушку и бабушку, на моих родителей. Я думаю, что дальше не стоит раскрывать все карты, потому что вы, надеюсь, что сами все увидите на экранах. Вот. И сейчас у нас идут съемки, и хочу пожелать удачных и легких съемок съемочной команде, группе. И очень надеюсь, что наш сериал найдет своих зрителей. Мен бұл жобаға енді әрбір актер жақсы жоба болса түскенді қалайды. Маған бұл жобаның материалы ұнады. Біріншіден, Назар Шархан режиссер өзі ұсыныс жасап шақырды. Сол себепті келдім. Оның үстіне Салем Social компаниясының бір проектларын көретінмін да қызықтап. Көбінесе енді веб-сериалдар ғой, Салем Social'дaki. Көргім келді. Көрдім 1-2 жұмыстарын. Содан кейін менде бұлар не істейді, не тындырады деп келісім берген едім. Бірінші рет Салем Social менде. Ал Назар режиссер ретінде қалай сізге? Ой, енді Назардың бұл тырнақалды жұмысы ғой. Тырнақалды жұмысы. Әрине, көзінде үрей бар, бірақтан да ол өзінің линиясын тауып, өзінің актерларын жинап, өзінің ойындағысын түсіріп отыр деп ойлаймын. Сол себепті аяғында нық тұр. Менің персонажым өте ауыр адам. Ауыр адам. И ол персонаж жасау, шыны келгенде, ол персонажды жасау маған да оңайға соғып жатқан жоқ. Неге десең, мен табиғатыма келмейтін дүние. Бәріне сәлем, менің есімім Ғайни Кукатова. Асау сериалында Салтанат рөлін сомдап жүрмін. Негізі Салта деп атайды бәрі. Салта өте пысық қыз, өзінікінен қалмайтын, бірақ дегенмен әділдікке жақын. Бәрі әділ болуына тырысады. Негізі менің Салта деген құрбым бар. Алғашқыда маған бұл рөлді ұсыныс жасағанда, мен бірден соны есіме түсіріп, ол да сондай дерзкая девчонка дейді ғой. Сондай қыз, сондықтан мынау маған ұнайды деп ойладым. Самопробундты түсіргенде өте жеңіл түсірдім. Негізі әдетте ол өте ұзақ болатын жұмыс. Самопробу түсіргенде өз-өзіңе ұнамай, өз-өзіңе қатты қарап сөйтесің. Ал осы сериалға келгенде мен өте тез түсіріп, 2-3 дубль жасаған шығармын, бірден жібере салдым. Содан соң маған бірден ұнадыңыз деген жауап келді. Сол әдетте ұзақ күтіп жүресің проекттерді, 1-2 ай, үйтема деп ұнайсың, ұнамайсың, тағы басқа моменттер бар. Ал мұнда өте жеңіл басталды. Тап солай бұл проект жеңіл кетеді деген үміттемін.
максимально хотим реалистичными удары, чтобы с попаданиями были. Ну, думаю, мы это сделаем так, как надо, и Ардах мне поможет с Намада, да? Пацаны, ребята, вообще без проблем это все сделают. Подготовка со всеми будет, с актерами, и бойцами, и каскадерами. Заранее поставим все постановки, и чтобы это было четко отработано синхронно. Нет, невозможно для Намада. Вот хочу, чтобы каскадеры отработали моменты боя, прям реальный бой. С попаданиями, с кровью. Ну, не знаю, до крови не доведем, но будут какие-то импровизационные бои с попаданиями, в смысле, реально. Сардар у нас оператор-постановщик. Соответственно, хотелось бы узнать с точки зрения операторской работы, на что в первую очередь обращаете внимание вот при выборе локаций? Мы обращаем внимание на то, чтобы локации были максимально для нас удобные, чтобы не занимали много времени на построении, и чтобы, конечно, мы могли работать практически в 360 градусов, чтобы актеры не были ограничены в действиях. Ну и, конечно, хочется, чтобы они были фактурными, красивыми. То есть это на уровне сценария, да? Вы читаете, уже понимаете, так, нам нужна определенная локация. Концепция сериала располагает, подсказывает, говорит, что если нелегальные бои, то, конечно, нужно проводить эти сцены где-то в каких-то прям фактурных местах. Вот, и вот мы подбираем. То есть, да, на уровне подготовки это все в голове как будто бы у каждого собирается, и потом мы предлагаем варианты, которые либо видели, либо где мы хотели бы поснимать. Чуть-чуть, конечно, тяжело представить, как это будет работать все-таки с нашим, с киносветом, но большой сложности нет. Просто на самом деле все всплывает потом, когда все-таки ты с актерами смотришь в мизансцену и понимаешь, что есть какие-то места, точки, которые, может быть, не обратили внимания. Какой-нибудь там потолок, который будет в кадре. Сейчас мы на него не смотрим, к примеру. Вот. Но, надеюсь, опыта нашего хватит, чтобы мы не столкнулись с какими-то траблами во время съемки. Маш, поделитесь особенности скаутинга именно с точки зрения режиссерской работы. Что важно, на что обратить внимание? Вот сам процесс, с чего начинается? Ну, в первую очередь процесс начинается с осмотра объекта, будь то дом или офис, где мы, например, сейчас находимся. В первую очередь, если он соответствует задачам сценарного формата, если он правда подходит, то далее уже начинаются больше такие административные решения в плане договоренности с локацией, когда мы можем зайти, когда мы не можем зайти, все нюансы о подъезде к локации, чтобы это было удобно, чтобы у нас спокойно проехала светобаза, там хламваген и вся остальная спецтехника. Ну, наличие лифта, например, иногда тоже очень важно, особенно когда вы снимаете там на 9 этаже, технику поднимать туда, это нереально. И все это прекрасно понимают. Именно с режиссерской, скорее, это главное, чтобы подходило по задачам сценарным задачам. Всем добрый день. Когда-то это было просто идеей, а сейчас мы, так скажем, уже в съемочном периоде. Я безумно рад, что этот проект в целом запустился. Я очень рад, что у нас такая классная команда, действительно Dream Team. У нас супер каст, можно смело говорить, это Dream Cast. Вот. Хочется пожелать в первую очередь нам всем хороших, легких съемок, чтобы мы сделали хороший, качественный контент, сделали достойный проект. Всем удачи!